В Ингушетии, говоря о перспективных отраслях экономики, глава региона все чаще наряду с сельским хозяйством упоминает расширение бюджетообразующего производства завода минеральной воды «Очулки». И сегодня в череде новых объектов Юмсбек Кивкуров в сельском поселении «Очулки» открыл еще один цех по розливу воды. Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые жители, уважаемые гости. Сегодня мы в честь Дня Республики, открывая ряд важных объектов республики, в том числе открываем и экономически важные объекты, которые должны дополнять бюджет республики для того, чтобы содержать те объекты, которые мы успешно и в большом количестве открываем. Это и больницы, и фабрики, и школы, и все остальные. Приятно, что завод развивается, приятно, что завод должен в ближайшей перспективе стать одним из таких самых крупных в Российской Федерации. И приятно, что бренд завода известен далеко за пределами нашей республики. Очулки уже давно пользуются славой чудодейственного средства для людей, страдающих любыми заболеваниями. И в последние годы неизменно входит в престижный список 100 лучших товаров России. Генеральный директор завода «Очулки» Магомед Аушев в своем хозяйстве знает практически каждый механизм. Для главы региона он провел небольшую экскурсию по цеху, показал действие новой линии, ознакомил с процессом выдува бутылок из преформ и многое другое. Оборудование, которое мы вот сегодня запускаем, она совместно с Германией и Италией. Первое оборудование – это по розливу минеральной воды, а второе оборудование по производству преформа. Раньше мы закупали с Москвы, с Ростова. На сегодняшний день мы сами будем уже производить те преформы, которые мы ранее закупали. Термоусадочную пленку, СО2, углекислый газ. Через где-то 1,5 месяца мы вот поставим углекислый газ, сами будем производить и самого высшего качества. И по мощности в данное время на Северном Кавказе самое мощное, вот где-то в час выдает углекислый газ 500 килограммов. А мы закупили уже с Германии до 1000 килограммов. Вот за счет этого мы где-то создаем сейчас на сегодняшний день до 130 рабочих мест из-за этих оборудований. Сегодня завод обладает самым современным оборудованием западноевропейского производства, отметил глава Республики Ингушетия в интервью с прессой. А значит, качество и количество должно увеличиться на 2, а то и в 3 раза, что благоприятно отразится на бюджете республики. Руководство докладывает, что не хватает даже производить то, что просят поставить. То есть потребность большая, и я думаю, что в следующем с учетом наращивания еще больше будет открыться торговых домов от Очулки в регионах. В том числе мы там содействуем, я через губернатора тоже эти вопросы решаю. Пока у них проблем с тем, чтобы никуда не поставлять нет. Наоборот, есть проблема, что надо больше делать воду, чтобы поставлять в другие регионы. Здесь важно то, что мы открываем социально важные объекты, школы, больницы, садики и еще другое. Но опять же, если нет экономически важных объектов, которые доход в бюджет республики не будут деньги приносить, то мы должны постоянно просить федеральный центр на содержание этих объектов, социально просить деньги. А сегодня, когда такой завод, когда будет полностью закольцован теми объектами, которые там проходят по программе госгарантии, ну, я думаю, что хоть руководство мне докладывает, что порядка 200 миллионов рублей в год налоги в республику. Я думаю, что где-то 300 миллионов они нам в республику будут пополнять, если не больше. Это, опять же, и рабочие места. Поэтому вот считайте, за счет только налогов одного объекта мы можем содержать несколько школ, садиков. Не знаю, сколько мы сейчас помним, тот же дворец спорта, тот же мемориал памяти, летний амфитеатр. Ну, объекты строим, которые надо содержать. Поэтому очень важно, и я делаю ударение именно на объекты независимо. Инвестиционные или это государственные объекты, которые мы строим, экономически важные. Очень радует, что сейчас вот идет расширение мощностей этого завода. Это также
дополнительный приток в виде налогов. И те затраты, которые мы несем вынужденно по водоводам, по водозабору, там, где нам приходится менять линии водопровода. И вот на все это, естественно, из поступлений отсюда мы будем тратить деньги. И на содержание других объектов, как сказал Денисбек Бангеревич, школы, детские сады, нам нужны деньги. Конечно, это очень радует. Сегодня день воды. Так получилось, что день посвящен воде. Поэтому вода Ачалуки является еще и целебной водой. Это ее пьют в основном все жители нашей республики. Конечно, она оздоравливает жителей республики. Это очень полезно и очень важно. Первые лица региона на вопрос, какую воду они предпочитают пить, ответили коротко и лаконично. Я пью Ачалуки только. Я и здесь пью, и на выезде. Да, я пью Ачалуки, да. Руководитель предприятия отметил и тот факт, что в последнее время наметился спрос на негазированную питьевую воду, которую в дальнейшем они собираются разливать. Завод «Ачалуки» поставляет свою продукцию в Подмосковье, Курск, Саратов, Санкт-Петербург. Останавливаться на достигнутом мы не собираемся. Намечаем расширить оптовую торговлю через агентов. Уникальные свойства нашей минеральной воды остаются основной причиной ее популярности в регионе и за ее пределами, сказал он. Поддержка главы республики, поддержка правительства республики сыграла здесь огромную роль в том плане, чтобы мы развивались так, как мы развиваемся сегодня и расширяем этот завод. Это благодаря руководству республики сегодня. Если бы не было стимула, толчка, то, что мы получили, развитие этого завода бы не получилось в таком виде, как мы сегодня видим. Это будет одним из крупнейших заводов в России. В связи с этим мы планируем, что здесь будут не только минеральная вода развиваться, и напитки будут развиваться, сладкие напитки, соки, и плюс пресная вода здесь будет развиваться очень высокого качества. Поэтому здесь все сыграло очень вовремя. И, кстати, вот то, что мы видим, это благодаря коллективу этого завода, строителям, которые здесь строят вот эти объекты. Это наши люди, которые живут в этой республике, получают деньги. И я рад, что они эти деньги получают и могут обеспечить свои семьи, детей по каким-то потребностям. В связи с этим я благодарен главе республики Денисбеку Бангеревичу, главе правительства Мусаилу Жукевичу за ту поддержку, которая была полностью обеспечена то, что мы хотели, то, что мы полностью планировали сделать на этом заводе. Я думаю, мы где-то в первом квартале, втором квартале в следующем году мы завершим. Этот завод будет одним из крупнейших в России. Да. Промышленным способом минеральную воду стали добывать в начале 20 века в селе Средние Ачалуки. В те годы и оборудование, и эстетический вид завода был совсем другим, вспоминает ветеран труда Хамутхан Тачиев, который без малого на заводе проработал 50 лет. Сегодняшним условиям завода могут позавидовать лучшие предприятия Кавказа, а то и России, хвалился он. Я помню, Дион, слушай, когда с грузчиками работали девчонки, хрупкие девчонки, 16-18 лет, грузили железнодорожные вагоны, автомашины, 45 килограммового ящика, где поднимали 5 ярусов. Это был адский труд. И некоторые сейчас вспоминают меня, говорят, как мы там выдержали эту работу, какие мы делаем, слушай, сейчас бы, говорят, это такого бы не выдержали, бы, говорят. Они мне говорят, ветераны, мне говорят. А сейчас? Да вы что, сейчас, слушай, такое изменение произошло, что ты смотришь на это, автоматизированное, погрузка, разгрузка, налив. Вы знаете, что делать? С одной стороны, говорят, рабочих места нет. Но когда автоматика работает за человека, это радует, когда человек смотришь, 50 человек заменят одна автокара. 50 человек.
берет около 1000 упаковок, одним махом загружает, и таким образом они носятся здесь и заменяют рабочий труд. И зарплата у них нормальная, и не обижаются, и я думаю, в дальнейшем еще лучше будет. Марина Зортова, Ахмед Исмурзиев, Ибрагим Асканов.